Продолжаются работы по реконструкции дорожной сети в столице. Накануне заместитель главы города Игорь Николаев вместе с журналистами посетил стройплощадки. О том, как проходит работа по реконструкции транспортных сетей столицы, расскажет Афанасий Николаев. Перекресток Федора-Попова, Бестужева-Марлинского без преувеличения можно назвать одним из самых сложных участков. Десятки труб коммуникаций, силовые кабеля, 10 слоев старого асфальта и даже остатки деревянной мостовой. Строители должны проложить новые коммуникации, магистрали для будущих линий и положить асфальт меньше, чем за 3 недели. Проектом предусмотрено 14 переходов, из них 2 по газу, 4 по канализации, водоводы и плюс свободные гильзы. Что значит свободные гильзы? Если со временем мы захотим пустить там кабельную продукцию, значит, телефонизацию определенную, то мы сможем, не взрывая асфальт, не проходя проколом. Все работы должны быть завершены до 15 октября. Пока есть незначительные отставания, но сроки сдвигаться не будут. До конца сентября будет уложен асфальт. Дальше работы по монтажу дорожной инфраструктуры. Полный профиль по дороге, освещение, водоотведение, светилотки, озеленение в следующем году и выполнение наружных сетей по канализации, которая будет за дорогой идти. Потому что сейчас мы делаем гильзы до колодцев. И в дальнейшем уже работы можно будет вести в части зеленой зоны, не боясь там скрывать ее, укладывать необходимые сети уже к готовым переходам, которые мы выполнили по этому году. Уже в следующем году будет реконструирована улица Ярославского, завершен участок от Чернышевского до Автодорожной, ремонт ждет участок Покровского тракта в районе ДСК и объездное шоссе. Афанасий Николаев, Семен Васильев. Новости столицы.